Здравствуйте, в эфире программа «7 дней плюс», я ее ведущая Эльзира Юзаева. Сегодня мы поговорим с вами о такой важной проблеме, которая затрагивает многих, как детей, так и взрослых. И проблема эта отнюдь не нова, ее нельзя назвать бичом современного общества. Это, наверное, одна из самых древних болезней общества. Это тема школьных конфликтов. Сейчас, конечно же, используется такой термин, как буллинг, то есть травля, но, по сути, смысл, конечно же, не меняется. И гость нашей программы – клинический медицинский психолог, семейный и детский психолог Иван Николаевич Матрёнин. Иван Николаевич, но вот есть такие проблемы, из которых как бы человечество как бы вырастает, как из штанишек, да? Становится мудрее, терпимее, добрее. Почему в 21 веке мы до сих пор вот как бы не излечили эту болезнь? Это комплексное явление, и в буллинге вообще играет очень значительную роль такое явление, как физиология. Когда человек объединяется против кого-то в составе группы, внутри происходит просто такой эмоциональный шторм. Работа гормонов начинает течь невероятно активным образом. Можно сказать, что в этот момент человек находится словно как под дозой, извините за такую метафору, захватывающих его эмоциональных переживаний. И выйти из этого потом бывает очень сложно. Кроме того, буллинг, вот название, оно, конечно, это все охватывает буллинг, но там очень много разных проявлений. Причем буллингом мы называем как ситуацию, когда кого-то травят на вроде бы, как будто бы, подчеркиваю слово, как будто бы социально приемлемых основаниях. Человек сделал что-то нехорошее. Буллингом мы называем ситуацию, когда находится просто повод какой-то, да, чтобы просто придраться. А также буллингом мы называем ситуации там, где есть, в общем-то, совершенно криминальный какой-то мотив, и целью травли является, например, приобретение каких-то финансовых благ людьми или группой лиц. То есть это в любом возрасте может быть буллинг, не только в школьном? Вообще есть такое слово «моббинг», которое немножко конкурирует со словом «буллинг», но это слово настолько близко к буллингу, что порой путаница возникает, поэтому я старался без него обойтись, но раз уж вы спросили, когда идет травля в коллективе взрослых людей, например, на работе, обычно используется термин «моббинг». С чем это связано? С тем, что там, как правило, все-таки на рукоприкладство, как это называют на работе, речь до этого не доходит, и об этом как-то не задумываются люди. Все-таки чаще это какая-то придирка, какие-то подколы неприятные. Тогда мы говорим про моббинг. Но, опять же, это может быть в возрасте и 20, и 30, и 40, и 50, и 60, и 70 лет. Более того, бывает травля ведь со стороны руководителя, причем и в трудовом коллективе. Бывает травля со стороны сослуживцев по трудовому коллективу. Что касается школы, то в школе равным образом бывает ведь травля и со стороны администрации школы. Это вообще-то тоже буллинг. Что касается возраста буллинга, есть исследования, согласно которым все-таки больше всего буллинга либо в средних, либо даже в младших классах. У старшеклассников подразумевается по результатам исследования, что буллинг бывает реже, и здесь явление буллинга в классах, в школах. И здесь возникает вопрос, когда я об этом рассказываю, очень часто возникает сомнение в этом. Что там у деток, да у них пока никаких конфликтов нет, а вот у взрослых там конфликты, так конфликты. Дело в том, что когда конфликты у деток, там это редко приводит к каким-то прям опасным последствиям. Потому что если детки начнут драться, то маленьким кулачком 10-летнего ребеночка крайне сложно нанести тяжкие увечья. А если это переходит уже в старшие классы, и там 16-18-летние, там вообще-то могут быть и очень тяжкие, и даже смертельно опасные последствия. Соответственно, получается так, что как раз эту фразу про то, что возникает буллинг чаще в более младшем возрасте, я на нее предлагаю обратить пристальное внимание, потому что из нее становится понятна природа вообще буллинга. И будет ли у нее продолжение, да?
развития. Можно так сказать. Почему возникает буллинг чаще в младших классах? По той причине, что у детей маленьких еще мозг не в полной мере созрел. Если быть точным, там есть префронтальная зона, которая отвечает за действительно обдуманное, осмысленное поведение. И так как у детей вот именно эта зона еще, можно сказать так, она присутствует, но она не включилась в полной мере в работу, там их действия становятся неадекватной реальной ситуации. У детей повзрослее действия становятся более адекватными, но возникает проблема такая, что если к тому времени в коллективе сформировался уже нездоровый какой-то вариант отношений, то, к сожалению, вот искоренить уже случившийся такой вот факт нездорового развития коллектива бывает крайне-крайне сложно. В этом случае уже бывает, что если люди, например, уходят из этого коллектива куда-то, то они, как ни странно, там тоже становятся теми, от кого коллектив словно заряжается, причем заряжается вот этими зернами буллинга. Причем это многих может даже удивить, но уходят, например, жертва в другой коллектив. И в другом коллективе, в котором про буллинг речи даже не шло, либо он становится снова жертвой, хотя до этого, до него буллинга не было, либо он, например, может стать агрессором как раз-таки. Соответственно, чтобы вот так было понятнее, такую метафору дам, есть болезни, которые присутствуют у человека. Например, у человека его личный насморк. Ну, личный, в кавычки берем. То есть вот он простыл, и у него он появился, ни у кого его больше нету. А бывают болезни социума, когда болеет социум. И буллинг – это болезнь социума. Получается, что если из коллектива, в котором есть буллинг, удалить зачинщика, вообще не то, что нет гарантии, что прекратится эта ситуация, там скорее гарантированно она будет продолжаться, за редким как раз-таки исключением. То есть там уже сформировалась вот эта атмосфера, да, вот этого негативного какого-то вот общества? Именно так. И опасность буллинга в том, что вот если появляется буллинг в каком-то коллективе, нет никого, кого бы это не затронуло. То есть на самом деле вот ошибка родителей, ошибка даже педагогов бывает в том, что когда узнают, что травят какого-то из детей, воспринимают, что меня это не касается. Но, во-первых, спустя какое-то время могут начать травить именно вашего ребенка. И если в параллельном классе есть буллинг, а учитель радуется, что у него нету, через какое-то время, ну, так вот получилось, что совершенно тихого, спокойного мальчика перевели в его класс, или не переводили никого, но это как ржавчина, которая начинает разъедать, через какое-то время перекидывается на следующий коллектив, как какой-то вирус. Да? Почему я имею в виду, что никого не оставит это незамеченным? Дело в чем? Распространенные ошибки существуют про буллинг. Ну, про них чуть подробнее. Одна из этих ошибок, что только в плохих школах, только в каких-то недостойных бывает буллинг. Вот здесь чуть ли не с точностью да наоборот. Чем более элитарная школа, тем больше вероятности, что там будет буллинг, например. Есть такое мнение. Оно не подтверждено, потому что есть исследования, которые противоположное показывают. Но я наблюдаю, что именно чем более какая-то эксклюзивная школа, тем чаще какие-то вот такие проблемы там возникают, но они чаще оказываются в очень сильно заретушеванном, запрятанном каком-то варианте. А в чем причина? Это социальное расслоение или в чем причина? Вот смотрите, получается, что у буллинга есть целый ряд причин, которых я все даже озвучить здесь не смогу, просто их количество очень большое. Да? Ну, а самый главный, самый явный такие? Самое явное, что дети не готовы в полной мере к тому, как быть в коллективе таких же, как они. По причинам. Вариант первый. Либо это прям золотые детки, которые считают, что лучше их просто никого на свете нет. Да? Вариант второй. Когда, например, в коллектив поступает человек, которого можно отнести к какому-то инаковому, какому-то другому. Например, у него больная спина, у него другой цвет кожи, он медленнее остальных, он хуже разговаривает, да? Она более красивая или она менее красивая с точки зрения какого-то коллектива. Чаще всего под удар попадают те, кого можно назвать
белой вороной. Но при слове «белая ворона» опять же часто ошибка возникает, что это какой-то человек, который выбивается, вот чем-то вот построю школу, да, и вот он из 1000 человек, его сразу можно кружочком обвести, сказать, что это он. Нет, это вовсе не так. Но когда человек находится в коллективе постоянно, в течение 8 порой часов, а иногда больше, иногда меньше, да, то проявляются его качества, среди которых может быть что-то, что отличает его от другого. Причем качество это может быть позитивное даже в каких-то средах. Например, если в этом классе прям культура учебы на высоком месте и все мечтают учиться максимально хорошо, скорее буллингу будет подвергаться тот, кто учится хуже. Если в этом коллективе как-то я знаю мало, а хочу знать еще меньше, возведено в ранг абсолюта, и это общая мечта для большей части, то травить будут того, кто лучше учится. Соответственно, как это ни странно может для родителей прозвучать и педагогов, да, за последние годы у нас очень много уделено внимания развитию личности, тому, как надо уметь отличаться от других, тому, как надо удерживать свое отличие и чуть ли и гордиться этим. А как все-таки увидеть и жертву, и агрессора? Можно ли как-то вот по признакам, есть ли какие-то признаки отличительные? Если провести обследование всего класса на предмет, например, тревоги и депрессии, то, как правило, вот если средний уровень тревоги и депрессии начинает приближаться прямо к тем уровням, когда это можно назвать клинически выраженной, субклинически выраженной тревога, депрессия, то, как правило, в коллективе есть напряжение. Если мы берем агрессора, если мы берем, кстати, агрессор называется буль в этом случае по терминологии. Если мы берем жертву, то у них эти показатели, как правило, будут выше всего. Соответственно, дальше вспоминаем, какие признаки повышенной тревоги и агрессии, да, у человека. То есть это может быть нарушен сон. Разумеется, очень прям может явно и выраженно падать учеба. Опять же, я говорю, явно и выраженно, если мы наблюдаем за ребенком, если мы находимся в контакте, если мы где-то вот этот контакт утеряли, то можем заметить, что вот средний балл, например, в этих классах, который младше был вот такой, а сейчас он почему-то начал падать. Ребенок с неохотой идет в школу, да? Ребенок начинает, вот, называется это растроможная рефлексия четверохолмия, по-правильному, но переводя на язык для людей понятный, это когда человек, например, вздрагивает от резкого звука, от резкого какого-то раздражителя. Включился свет, движение руки какое-то было. И ну, если вы заметили, что вы за столом подняли руку, и ваш ребенок вздрогнул, ну, наверное, есть смысл задуматься, что за этим стоит. Да? Кроме того, родителю критически важно быть в контакте со своим ребенком, в контакте каждодневном. Речь идет не о том, что вы каждый день, родители, должны с ним проводить 24 часа, это даже лишнего, ребенку не нужно столько внимания. Но в идеале, чтобы каждый день у вас было хотя бы какое-то время, когда вы ребенка подробно расспросили. Причем, когда родитель расспрашивает, он ну, должен понимать уже, раз взрослый родитель, да, что то, что ребенок говорит, и то, что есть на самом деле, это может отличаться. Поэтому мы верим даже больше не тому, что мы слышим от ребенка, мы больше верим тому, что мы наблюдаем. То есть, если мы спросили ребенка, все у тебя хорошо в школе, и он начал делать большие глаза, дергаться глазом и говорить все хорошо, ну я утрированно, конечно, описываю, да, то, наверное, за этим что-то стоит. Иван Николаевич, ну а что делать тогда? Вот вы увидели все эти симптомы. Первое, что это не реагировать буллингом в ответ на буллинг. То есть, что это такое? Давайте так, вашего ребенка травит другой ребенок. Кому-то в голову приходит идея подкараулить чужого ребенка и избить его. И вы эти истории знаете. То есть вы даже заулыбались, потому что это кажется вроде бы нелогично, а истории есть вообще-то. Есть варианты, когда родители начинают спорить в родительских чатах, и это приводит к смерти. То есть у нас есть вообще статистика количества убийств по сообщениям в родительских чатах. Соответственно, первое, что мы должны делать, с буллингом вообще очень плотно связаны эмоции. Даже если прям правильно сказать эмоциональные аффекты, то есть это эмоции, которые на пике.
Тому же булю, как это называется, если он не видит какой-то сильной реакции на свое воздействие, ему может элементарно стать скучно, и он может просто переключиться на другого, либо вообще прекратить свои действия. То есть он питается эмоциями. Соответственно, если вокруг класса, в котором есть буллинг, начинает вращаться множество эмоций, это только питает и усиливает обстановку. Родителю следует сначала успокоиться самому, после чего подойти и уже поговорить с ребенком на относительно более-менее спокойном каком-то эмоциональном состоянии, задав тому вопросы о том, что касается всех деталей произошедшего. Тебя обвиняют в чем? Да? В чем основание такого обвинения? Нет ли причин, чтобы у них были на то основания? Притом, объяснив, что я не обижаю тебя, я хочу, мне нужно к разговору подготовиться, возможно, я буду как-то вынуждена там, в случае там, на родительском собрании этот вопрос поднять, и мне нужен исчерпывающий перечень информации, чтобы я как-то была в курсе. Стараясь при этом не обидеть своего ребенка никаким подозрением, но в то же время как-то вежливо, слушай, ведь они же наверняка будут обвинять тебя, говорить, что вот ты там, ну, как вариант, ты что-то сделал плохое, слушай, расскажи подробно, а что было? Вот они будут говорить, у меня будет полная информация, я в ответ вот скажу так. Да? Собрать информацию о человеке, который является булем. Если быть точнее, то булем может быть один человек, может быть несколько, но, как правило, один лидер. Дальше. Помимо буля в коллективе, как правило, появляется даже не тот, кто сочувствующий, это уже следующая роль, а те, кто его поддерживает, те, которые вместе с ним. Группа поддержки такая. Здесь нужно уточнить, что сочувствующие, вот они, можно сказать, что это группа поддержки, потому что они вроде бы эмоционально, а есть те, кто поддерживает, которые не замышляют, но исполняют, например, всегда. Да, вот такие. Дальше есть наблюдатели. Дальше есть те, кто наблюдатели ближе в сторону боли, есть наблюдатели ближе в сторону как раз-таки жертвы. Наконец, как правило, есть спасатели. То есть нужно составить некую карту произошедшего. Причем в этой карте, еще раз почему уточняю, что при буллинге весь коллектив страдает, потому что там нет ни одного человека, который на самом деле нейтральный. Потому что если он якобы нейтральный, это значит, что он в позиции наблюдателя, и он испытывает напряжение, не вмешиваясь. Если он спасатель, то он испытывает напряжение, вмешиваясь. Если он буль, то он испытывает напряжение, вмешиваясь с той стороны. То есть там нет нейтральных людей. Когда появляется более-менее какая-то полная информация с этим, я бы рекомендовал, если это все-таки школьный коллектив, потому что вы уже сказали, что буллинг может быть в трудовом коллективе вообще-то, обратиться к классному руководителю, обязательно условие, без присутствия детей. Потому что если какой-то из детей услышит разговор, нужно иметь в виду, что дети до какого-то возраста не в состоянии понимать сложных когнитивных конструкций, проще говоря, всех нюансов, всех деталей того, что говорят взрослые. То есть, уловив там 1 минуту разговора, он потом в класс принесет, что он принесет, да не знаю что, но может от этого стать еще хуже. То есть наедине и не стремясь заразить эмоциями классного руководителя школы, потому что если заразить его эмоциями, там вы можете получить в ответ то, что он просто вызовет буля, накричит на него. Как правило, и в итоге он, по сути, будет сам булем для того буля, который в другой ситуации травит вашего ребенка. И, по сути, это будет только продолжением. То есть, чтобы это было тихо, спокойно и больше даже не для принятия мер поначалу, а для сбора детальной, точной информации. Если классный руководитель видит, что он в состоянии эту проблему решить сам, а на начальном этапе этого бывает там прям совершенно достаточно, если это только какие-то начальные моменты, то дальше он придумывает способы, как это сделать. Но придумывает, потому что там, правда, нужно творчество. Например, людей можно объединить за общим занятием. Например, то, за что травят именно этого ученика, что он хорошо учится. И мы создаем какое-то мероприятие, какой-то квест для детей, где те, кто оказались именно с этим мальчиком, они оказались в приоритете, потому что он лучше знает эту тему, и они ему становятся благодарны. Например, то есть вариантов много, поэтому я говорю, придумывает, это не про то, что что-то вот с небес такое тайное, а что-то, что вполне в рамках школьной программы. Если ресурсов классного руководителя не хватает, в школе есть детский психолог.
Самый сильный такой, наверное, вариант все-таки это привлечение родительского коллектива. И здесь мы сталкиваемся с такой проблемой, что когда мы говорим о незрелости как причины буллинга, я уже сказал, что в старших классах его меньше. Так вот, часть наших родителей, к сожалению, младше по психологическому развитию среднего младшеклассника. Пример тому, зайдите в общедомовые чаты и почитайте, что люди пишут на какие-то простые вопросы. Вот что у нас во дворе будет, парковка или цветник разобьем, да. И что там начинается. Но если, опять же, очень аккуратно, вежливо привлекать родителей со всех сторон, со стороны тех, кто нападает, тех, кто пытается защитить его, то вот именно вот такое объединение способно ситуацию реально поменять. Если получается так, что коллектив в школе не реагирует на вас, такое тоже может быть. Если я не ошибаюсь, с недавнего времени буллинг убрали из показателей качества школы, то есть наличие буллинга. С чем это связано? После того, как внесли такой показатель, как буллинг, что качество школы, там и баллы начислялись, школы начали массово это скрывать, под ковер прятать. И как раз убрали этот показатель из-за того, чтобы это все-таки хотя бы вышло из тени. Но классному руководителю может не хотеться, к сожалению, да не обидеться на меня очень достойные классные руководители, но они бывают разные. Администрация школы может не захотеть в это вовлекаться. В этом случае что? Спасает ли ситуацию переход в другой класс, в другую школу? Если ситуация решаемая этим способом, то вполне спасает. Представьте себе, какой класс, давайте, физико-математический подойдет для примера? Просто придуманный физико-математический класс. И в нем все изучают физику, математику, и что за психотипы этих людей. Это очень аналитичные, очень рассудочные люди, да, должны быть. А есть один ученик, который придумывает какие-то, ну, как он считает, приколы, над которыми он смеется, еще там несколько мальчиков и девочек. Он придумывает какие-то заварушки, которые происходят, но в итоге через какое-то время он может начать раздражать учителя, он может начать раздражать самих учеников, и в итоге он может через какое-то время, побыв, например, лидером 2 недели, и все смеялись над его шутками, в итоге превратиться просто в жертву, которую будут травить все. Этот же мальчик, мы переводим его в класс, в котором, например, более гуманитарный, и там, например, таких шутников, достаточно, во-вторых, там, например, есть актерское мастерство. Да. И он со своей особенностью, это называется истеричность, то есть вынесение эмоций наружу, он будет там суперзвездой. И родители придут спустя какое-то время и скажут: о, что, у нас был буллинг, даже не знаем, что это такое. Нашего ребенка любит классный руководитель, на руках носит учитель истории, который его на конкурс отправлял, да, там, где была какая-то постановка. В классе он приходит, его аплодисментами встречает. Если эта проблема решается так. Если проблема несколько иная, и дело не в том, какие особенности там, математические, гуманитарные вашего ребенка, а проблема, например, в том, что он, не имея эмоциональных компетенций, реагирует тревогой, страхом на каждую ситуацию какого-то обращения даже к нему, небольшую какую-то, даже небольшую, да. То там ситуация такая, что мы переведем его в другой класс, и, ну, уж я утрированно скажу, кто-то рядом с ним поднимет руку, и он в это время зажмется, людям станет смешно, и потом по очереди просто будут ходить мимо него, поднимать руки, а спустя какое-то время, заметив, как он зажимается, начнут, например, бить или что-то еще. То есть здесь в этом случае, наверное, уже правильнее все-таки работать с психоэмоциональным состоянием, с корректировкой его. Да. Кроме того, к сожалению, нельзя исключить такое явление, как формирование детских группировок. Да? И какое-то количество времени назад, когда я работал еще следователем, например, в Московском РУВД, и эта территория была, так скажем, относимой к нам, то я в том числе вынужден был сталкиваться с ситуациями, когда преступные группировки продолжали свою деятельность в рамках школы, когда давали задание наиболее своим активным молодым членам собирать какую-то дань.
Здесь, естественно, уже не поможет, не так сильно поможет работа с его психоэмоциональным состоянием. Перевод может помочь. Но если очень сильно выражена составляющая криминальная школа рядом, то, переводя в другую школу, вы получите то, что там могут быть представители именно этой же группировки, которая здесь на него давила. Причем туда он перейдет еще с пометкой, что он какой-то беглец, и он какой-то не такой. В этом случае действительно придется привлекать. И дальше уже начинается привлечение людей, специально от уполномоченных. Это могут быть прокуратура, ПДН. В конце концов, есть уполномоченный по делам ребенка. И вообще в ряде регионов, я не буду говорить про Татарстан, потому что вдруг я ошибусь, и просто меняется ситуация. Может, на сегодняшний день немножко по-другому. Но в ряде регионов вопрос решается тем, что при РАНО, при Министерстве образования создаются специальные комиссии, которые как раз в них сотрудники выделены именно для борьбы с таким явлением, как буллинг. И у них каждая школа на счету, и они действительно могут привлечь приглашенных специалистов, либо специалистов штатных, которые будут включаться в эту ситуацию, в этом случае. Иван Николаевич, спасибо вам большое. Я надеюсь, что наш разговор будет полезен и родителям, и детям. Спасибо, что приняли участие в нашей программе. До свидания. Спасибо вам. До свидания.